проходит акция «Ночь искусств», и Национальная библиотека принимает в ней активное участие. В этом году мы решили разбавить немножко свою программу, и в этом году к нам присоединились наши верные друзья, партнеры, и как раз сегодня у нас совместное мероприятие. Это первое мероприятие в рамках сегодняшней акции «Ночь искусств» Национальной библиотеки. Очень интересная лекция «История Якутской крепости». Лектором является сотрудник Якутского музея имени Емельяна Ярославского, член Якутского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, также член Якутского отделения Всероссийского военно-исторического общества Сергей Геннадьевич Слепцов. Сергей Геннадьевич является сотрудником отдела истории, также он историк и один из специалистов, который как раз изучает данную тему. Дело в том, что я обязана вас предупредить насчет правил сегодняшней лекции. Если у вас будут вопросы, то, пожалуйста, вы можете их написать в чате. Мы будем до последнего вопроса всем отвечать. Если кто хочет, если у нас останется на это время, кто хочет вести диалог непосредственно уже в эфире, можете воспользоваться опцией «Поднять руку». Так, Сергей, добрый день. Здравствуйте. Ага. Очень хорошо слышно. Спасибо, что, как всегда, активно принимаешь участие во всех мероприятиях. И сегодняшнее тоже не исключение. Давайте начнем. Предоставляю слово тебе. У нас ведется запись сегодняшней лекции. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня, как уже сказали, мы поговорим о истории Якутской крепости. Надеюсь, меня всем видно, слышно, видно презентацию. Если что, пишите, пожалуйста, в чате, если что не так. Значит, Якутская крепость, сразу хочу оговориться. Собственно, надо в самом начале уточнить, что такое Якутская крепость. Не совсем это одно и то же, что Якутский острог на самом деле, потому что, я думаю, многие из вас знают, что вообще-то якутских острогов было изначально много. Мы с вами сегодня поговорим о последнем, значит, укреплении, построенном в конце 17 века. Но все равно придется пару слов сказать о первых крепостях-острогах. Давайте начнем. Вот такая вот замечательная картина. Первый слайд. Картина хранится в нашем Якутском музее. Художник Пантелеймон Попов изобразил здесь середину 17 века и один из якутских острогов – крепость Головина. Вообще, как известно, история города Якутска отсчитывается с 1632 года, когда Петр Бекетов совсем в другом месте на противоположном берегу реки Лена основал первый Ленский острог. Потом, поскольку рядом находилась река, не самая маленькая вообще в мире, то острог постоянно подмывало каждую весну. Вот Бекетовский острог буквально на следующий год был смыт водой. Потом его еще несколько раз переносили, Иван Головин, Парфен Ходырев, пока вот в 1642 году, 10 лет спустя после основания острога, первый якутский воевода Петр Иванович Головин не перенес его вот на этот берег, где сейчас находится город Якутск. Местность тогда называлась Июков-Луг, близ озера Сайсары, долина Туймада. Вот, и находился, где точно Головинский острог, мы сейчас не можем сказать, но примерно кое-какие, значит, зацепки есть. Скорее всего, это, ну, несомненно, стоял он на самом-самом берегу. Очень близко к воде. Вот на этой картине как раз такая ситуация отображается. Место заливалось водой гораздо меньше, чем на противоположном берегу, но все равно на самом деле. Единственное, что на противоположном берегу крепость как бы смывала по весне, а вот на этом берегу крепость подмывала водой постепенно.
И вот с 42 по 82 год, то есть ровно 40 лет, крепость подмывалась постепенно, понемножку. Сначала вот самая близкая к воде стена была подмыта, значит, снесена, потом несколько башен восточных, потом уже и внутренние постройки стали страдать. И к 80-м годам 17 века, в общем, как бы русские власти как бы осознали, что крепости на месте Якутска вообще-то как бы и нету. Хотя как бы по документам она числилась. И вот такая вот ситуация сложилась, что от крепости осталась буквально вот дальняя от воды стена и там обрушающиеся постройки внутри крепости. И несколько раз якутские воеводы писали, значит, в сибирский приказ и непосредственно царю о такой сложившейся ситуации. Пока в конце концов, в 1682 году новоназначенному воеводе якутскому Ивану Преклонскому не было приказано крепость все-таки восстановить. И восстановить так, чтобы в течение большого количества времени заново крепость строить не приходилось, чтобы ее не подмывало водой. Вот, поэтому Преклонский решил крепость от воды отнести подальше. Куда же он ее отнес? Вот такой вот план. И, собственно, отписка вот Ивана Преклонского, я надеюсь, всем видна. Местоположение написано против Старого Острогу, от посада крайнего к матерой стороне, сажени с 200, а от реки сажени с 400. Ну, как бы расшифровать требуется такой бюрократический язык второй половины 17 века. То есть против Старого Острога, ну, грубо говоря, напротив, от посаду крайнего. Что такое посад? Посад – это, собственно, городские застройка, жилые дома жителей. Сажени с 200, сажень, значит, печатная или казенная сажень в 17 веке составляла примерно, ну, чуть-чуть больше 2 метров, 2 метра с копейками. Вот, собственно, 2 умножаем на 200 – это 400 метров от ближайших городских построек, а от реки, соответственно, 400, то есть в 2 раза больше. И получаем мы, соответственно, расстояние. Вот на плане видно, собственно, река, городская протока. Стрелкой обозначено направление от старой крепости к новой. И сама крепость здесь обозначена. Что же это такое за место? Вот обратите внимание, там слева проходит очень важный топоним. Это городской лог. Может быть, кто-нибудь сейчас знает, что такое городской лог. Он сохранился до наших дней, только называется немножко по-другому. Называется он Теплое озеро. Сегодня, не знаю, почему теплое, но вот, значит, в течение 300 лет это был городской лог. И рядом с ним, собственно, новая крепость и располагалась. Вот это самое место, как ни странно. Для многих жителей города это прозвучит, но вот это вот было в конце 17 века сердце города, потому что крепость и являлась, собственно, городом само по себе. Город – это не город в нашем современном понимании слова, это именно городские укрепления, крепость. Крепость и город – это слова-синонимы. И стояла она здесь, вот на этом месте, все, я думаю, его узнали. Это площадь Дружбы современная. Ничего сейчас не напоминает о том, что здесь стояла Якутская крепость, хотя, в принципе, историки, если они прищурятся, разглядят один ориентир, по которому все-таки можно угадать, что крепость тут была. Ну, я как бы вам помогу это обозначить вот такой вот стрелочкой. Там вот на дальнем плане виднеется башенка. Башенка не от крепости, а башенка от Троицкого кафедрального собора, который сейчас находится на реставрации. Это здание начала 18 века, построенное, собственно, в городской стене Якутской крепости. И вот то, что нам сейчас напоминает. И от этого здания, чего, собственно, можно отсчитывать, отмерять вот размеры этой крепости. Такой ориентир. Все-таки
сохранился в Якутске, что для Якутска, конечно, современного тоже уникально. Хоть что-то осталось. Вот от примерно тех времен. А как же выглядела эта самая Якутская крепость? Вопрос очень интересный. Все, опять же, ну, многие, так скажем, говоря о Якутской крепости, употребляют слово «острог». На самом деле не совсем это был острог, и мы это увидим вот на следующем слайде. Собственно, вот на этом слайде показаны виды существовавших деревянных укреплений в 17 веке. Вообще 17 век – это век такого излета данных укреплений деревянных. На самом деле вот эти вот деревянные укрепления всех вот этих трех видов существовали со времен Древней Руси. То есть древнерусские города, вот они были такими вот способами защищены. Опять же, самым древним и самым простым одновременно способом, видом укреплений, это был острожный тын. Вот он здесь слева на слайде. Собственно, от чего происходит слово «острог». Острог – заостренное бревно. Да? Вот, и мы видим стены в виде такого чистокола или забора. Вот именно таким забором были огорожены первые якутские крепости, ленские якутские острожки Петра Бекетова и Ивана Галкина. Ивана Головина, Петра Головина. Но Иван Преклонский решил сделать крепость более высокого класса, что ли, да? И у него был выбор сделать стены городнями или стены тарасами. Городня вот на верхней картинке мы видим, это такой вид укреплений, состоящий из срубов, поставленных друг рядом с другом. Вот классическое укрепление, самое распространенное, вот все русские города, там, начиная от каких-нибудь мелких, типа, я не знаю, Козельска какого-нибудь времен татаро-монгольского нашествия, заканчивая там Киевом и Владимиром, они вот такие вот стены имели первоначально. Но Якутская крепость была Иваном Преклонским сделана тарасами. Вот тарас – это третий вид укреплений, самый продвинутый. Считался, вот на нижнем слайде мы его видим, и вот здесь вот мы видим его как бы сбоку и сверху, вид сверху. Собственно, что такое тарасы? Тарасы – это срубы, скрепленные между собой. И вот стена состояла из разного количества таких срубов, поверх которых шла обычно крытая галерея. Очень продвинутый тип укреплений на самом деле, в отличие от городней, которые могли там со временем покоситься, развалиться. Вот тарасные стены могли стоять очень долгое время и как бы долгое время не портиться, не разваливаться. То есть они скрепляли как бы сами себя одновременно. Внутри было полезное пространство, собственно, вот вид сверху показывает, ну, фактически сруб. Как известно, из срубов, как из кирпичиков, как из конструктора Лего, набирались все вот деревянные постройки того времени. Собственно, и в этих вот срубах стен можно было хранить там полезные припасы, делать караульни, то есть пространство не пропадало. Был еще один способ укрепить стены, на самом деле, как бы полагалось, каждый второй сруб засыпать землею. Вот тут такие реконструкции Лосковского мы видим. И вот если присмотреться, видно, что каждый второй сруб засыпан землею. И вот такие вот срубные стены, засыпанные землею, в 16-17 веке на самом деле могли выдерживать даже артиллерийский огонь. Ну, конечно, артиллерией можно было такие стены разрушить, но первоначальный натиск они могли сдержать. И даже если вот эта вот деревянная как бы обшивка уничтожалась, пробивалась, значит, орудиями или сжигалась, потому что крепости все-таки были деревянные, все-таки оставалась еще внутри такая земляная набивка. Но вот как ни странно, ну, это обычно полагалось делать, но как ни странно, почему-то Иван Преклонский вот в Якутской крепости решил такую земляную набивку не делать.
Не можем сказать почему. Ну, возможно, для удешевления стройки своей, либо как бы, ну, в принципе, ничего не мешало потом забить эти стены землей, но все-таки это сделано не было. И Якутская крепость, она была такая как бы полая внутри. Вот примерно так она выглядела. Город Преклонского, так называемый, якутский город. Вот указаны примерно его размеры. Можно зачитать, вот, собственно, о строительстве. Сохранилась отписка Преклонского в Сибирский приказ. Значит, якутскими служилыми людьми было заготовлено и употреблено на строительство рубленого города 13 100 бревен, 6260 тесниц, то есть деревянных таких запчастей, да, 4587 тесниц поменьше, по 2 сажени, 1613 тесниц по 3 сажени, так, 17 плотов сосновых, 5 барок, 26 723 гвозди, по 3, по 4, по 5 вершков. Большая часть леса была доставлена сплавом с верхнего течения реки Лены, то есть из более таких таежных мест. Дальше, вот если же продолжать цитату, в том же городе в стенах сделано 8 башен, в том числе 2 башни проезжие большие, одна главная из них, 14 сажений. Вот такое очень красивое крепостное сооружение на самом деле, но на самом деле не такое уж и большое. Вот примерно 74 на 74 сажений размером, это где-то 160 на 160 метров. То есть если так подумать, то крепость такая маленькая, не очень большая. Вот как она выглядела, то, что она была из Тарасов, мы очень хорошо знаем, потому что сохранились и различные рисунки, и даже фотографии. Вот рисунок, один из первых, собственно, изображений Якутской крепости 19 века из книги Николая Щукина. Вот современные реконструкции, воссозданные, значит, стены. Наверху реконструкция Султанова начала 20 века, вот одной стены с проезжей башней, это западная стена дальняя, и угловые башни вот по Крадину, архитектору. Вот хорошо видны примерные размеры, количество вот срубов, очень красиво. Вот одна из главных особенностей Якутской крепости были довольно большие размеры башен. В среднем где-то 12 сажений, а самая главная восточная башня, которая как бы лицом к посаду стояла, лицом к посаду и к реке, она была высотой 14 сажений. 14 сажений, переводя на современные меры, это где-то около 30 метров. То есть это высотное здание на самом деле, которое, вот если бы до наших дней сохранилось, было бы очень высоким. А в конце 17 века она просто поражала как бы воображение местных жителей, потому что никогда такого высокого здания никто тут никогда не видел. И еще одна особенность этой башни – это то, что она была по воспоминаниям, по записям увенчана еще, собственно, символом государственной власти. Это так называемый орел на веретене. Двухглавый орел на железном веретене был укреплен, значит, на макушке этой башни. И вот мы видим вот здесь вот картинка в левом верхнем углу. Это изображение города Якутска из чертежной книги Семена Ремезова «Карты сибирской». И вот если присмотреться, то, собственно, главный ориентир, который мы видим, это вот этот вот самый орел на главной башне. Но на этом строительство крепости не завершилось. Следующий после Ивана Преклонского воевода
прибывший в 1684 году Матвей Осипович Кравков, очень интересный человек, достойный, собственно, отдельной лекции, пришел к выводу, что крепость недостаточно большая. А дело в том, что Кравкова назначили на якутское воеводство не просто так. За долгое время появилась военная угроза. Военная угроза не от местного населения, а с юга. Дело в том, что якутское воеводство в то время граничило с зоной военных действий. А зона военных действий тогда это Преамурье, река Амур, на которой случился конфликт российского государства с китайской Цинской империей в 80-е годы 17 века. Собственно, в 1686 году произошла осада Албазинского острога на реке Амур, вооруженный конфликт с Китаем. А поскольку якутское воеводство считалось приграничным, то требовалось усиление крепостных сооружений. И Кравков решил дополнить вот этот вот город рубленый Ивана Преклонского вторым кольцом стен. Это очень частая практика, когда, значит, внутренние укрепления дополнялись еще внешним обводом стен. Собственно, вот яркий пример – это Москва, имевшая Кремль, Китай-город, земляной город, то есть несколько кольцов стен. Ой, так, это мы пропустим. Вот такой вот, значит, чистокол вокруг крепости Преклонского был построен. Гораздо больше по размерам. Вот примерно его размеры это 140 на 160 сажений, 350 на 400 метров, переводя в современные меры, можно сказать. Мы вот точно не знаем, к сожалению, опять же, в описании это почему-то отсутствует, какой он был. Вот тут вот два вида острожных стен показаны. Слева обычный чистокол, справа острог с помостом. Ну, вероятно, может быть, он комбинировался. То есть где-то стены были с помостом, где-то без. Собственно, и так можно было делать. Значит, и в этой острожной стене тоже были поставлены башни, тоже числом 8. И в том числе самая известная, пожалуй, башня, так называемая Восточная надвратная башня, знаменитая, собственно, тем, что она дольше всего просуществовала. Дожила она до 21 века. Но об этом мы еще скажем. Так, что это такое тут появилось? Непонятно. Существует вот такой вот план крепости 18 века, хранящийся в данное время в Национальном архиве нашем якутском, на котором очень хорошо видны, собственно, укрепления и постройки внутри крепости. Вот мы видим все здесь два кольца стен, внешняя чистокол Матвея Преклонского и внутренний город, или можно сказать Кремль, деревянный, рубленый Ивана Преклонского. И строения, которые в нем были. Но тут кое-что надо отметить. Особо это план уже 18 века. И тут кое-чего не хватает. Если присмотреться, можно понять. Ну, я скажу сразу, здесь не хватает вот той самой главной восточной башни, которая была вот в этом месте. Я не знаю, вот видно мою мышку или нет. Ну вот ворота внутрь крепости на восток. Значит, дело в том, что уже вот крепость в таком виде была построена в 1686 году, но уже в 1701 году был большой пожар в крепости. И частично внутренний город, внутренняя крепость пострадала. Вот это вот самая большая восточная, главная, собственно, башня с орлом на крыше, она сгорела, к сожалению. И ее решили не восстанавливать, вместо нее в стене поставили ворота,
значит, такую не сильно высокую каменную ограду поставили на месте сгоревшей части стены. И вот на плане 18 века уже этой восточной башни нет. Она была. Вот также в нашем музее хранится вот такой вот интересный план, тоже 18 века. Это план Якутска, где мы, собственно, видим в левом верхнем углу саму вот эту крепость и, значит, ее местоположение вообще на фоне остального города, где она стояла. Видим примерно размеры города, как она с жилыми домами соотносилась. И, собственно, вот крепость, вот этот квадрат в квадрате, это примерно современная площадь Дружбы, как я говорил. Вот тоже картинка такая очень хорошая. Это гравюра Рудакова с рисунка Люрсениуса. Вид города Якутска, фрагмент, точнее, этой гравюры, сделаны в первой половине 18 века. Люрсениус – это участник Великой Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Он был непосредственно в городе Якутске и сделал довольно точную его панораму. И вот он как бы, ну, получается, мы смотрим с точки зрения художника. Художник стоит на одном из островов, смотрит на город с востока на запад. На переднем плане, собственно, посад, то есть жилые дома горожан. А вот на заднем плане мы видим много-много башен. Вот характерно так по 3 башни стоит. 3 башни, 3 башни, 3 башни. Это вот эти вот стены якутской той самой крепости, которая вот во времена Люрсениуса в первой половине 18 века стояла, ну, почти что в первозданном виде. И вот такой именно вид почти видели все, значит, люди, прибывавшие в Якутск в 18 веке, на самом деле. Картина довольно точная. Не фотография, конечно, но для 18 века прям замечательная. И еще вот в Национальном художественном музее хранится тоже замечательная картина художника Ивана Васильевича Попова, которая называется «Город Якутск в конце 17 столетия». Хоть это и художественная картина, на самом деле это фактически историческая реконструкция, которая вот почти что с фотографической точностью передает нам вид вот этой самой Якутской крепости, о которой мы сегодня говорим. Здесь мы прям видим все, и вот восточную надвратную башню на переднем плане, которая дольше всего сохранялась, и большую восточную башню главную, вот орла только не разглядеть на ней. В углу стоит деревянный еще Троицкий собор, Троицкая церковь, о которой я упоминал в самом начале, которая сейчас каменная. Вот, собственно, главная восточная башня, вот эта деревянная Троицкая церковь, они в пожаре 1701 года и сгорели. А все остальное стояло, и вот в таком виде почти что достояла весь 18 век, и начала разрушаться крепость где-то в начале века 19, поскольку уже ни о какой военной угрозе речи не шло, уж тем более от местного населения, и уже и от китайцев, с которыми был заключен Нерчинский мирный договор. Соответственно, крепость военное значение утеряла, за ней перестали следить, подновлять. Собственно, она и начала разрушаться, гнить. И, что самое печальное, гореть. Пожары были неоднократно. Пожар 1701 года, он самый большой, но были потом более мелкие пожары. Но что еще особо печально, и горожане стали, поскольку за крепостью не следили, власти она стала не нужна, горожане стали вот эти остатки старой крепости разбирать постепенно на свои разные бытовые нужды. И известно, что в городе Якутске в первой половине 19 века ряд домов был сделан вот из бревен
растащенных вот с этой самой крепости. Сначала разобрали острог Кравкова, вот это вот тын внешний, а потом добрались и до внутренней крепости. И вот на середину 19 века вот примерно такие виды от крепости остались. То есть мы видим уже отдельные стены стоящие. Вот здесь на фотографиях и на картине. Значит, 19 века как раз. Дольше всего сохранялась западная стена, то есть самая дальняя от города. Понятно, да, которые стены были ближе к городу, их было проще разбирать, недалече нести. А вот та часть крепости, которая была дальше от города, она, соответственно, дольше и сохранялась. Вот такие вот замечательные фотографии. Особенно обратите вот, внимание, вообще моя любимая фотография наверху. Сверху называется «Горожане у стен крепости». Вот горожане тут очень удачно сфотографировались для масштаба. Видно, какое большое это было сооружение. Вот все привыкли вот к этой восточной башне, она была одна из самых маленьких. А вот внутренняя крепость была очень высокая. И вот мы видим, здесь еще надо учитывать, что крепость, она постепенно как бы зарастала землей. То есть как бы чуть ниже, ниже, ниже становилась. Здесь они уже конец 19 века, крепость заросшая и как бы стены уменьшенные. А когда была крепость новая, она была еще как бы больше. То есть вообще такое циклопическое сооружение на самом деле. Вот на фотографии снизу как раз вот это вот самая западная стена. 3 башни и 2 пролета стен между ними. Они дожили до 20 века, но не пережили. А вот что пережило 20 век, вот это вот самая восточная надвратная башня. И она была ближе всего к городу, но сохранилась именно как такой памятник исторический, хотя ее тоже много раз хотели снести, но башня сохранялась на самом деле так долго, до 21 века, потому что ее постоянно обновляли на самом деле. На самом деле ее и в 18 веке, скорее всего, обновляли, чтобы она не портила вид города. Но первая официальная реставрация, то есть, ну, как по науке, реставрация настоящая, была у нее в 1912 году, в начале 20 века, по инициативе такого небезызвестного для истории Якутии человека, якутского губернатора Ивана Ивановича Крафта. Вот как раз именно Крафт обратил внимание на то, что если не реставрировать, не подновить вот крепость, то она исчезнет. А на тот момент остатки Якутской крепости – это единственные фактически остатки деревянных укреплений, рубленных на территории Российской империи. Вот я в самом начале говорил, что все древнерусские города, они были вот укреплены схожим образом когда-то. Но к 20 веку уже в центральной России таких укреплений не осталось. Они были либо заменены на каменные, либо давным-давно снесены. А вот глубоко в Сибири, на северо-востоке, в Якутске, вдруг выяснилось, что рубленая крепость-то есть на самом деле. И вот Крафт выступал изначально за реставрацию всего комплекса оставшегося, вот западной стены и восточной башни. Но, как и сейчас, так и тогда, денег не было. Вот. Хотя заслуга Крафта в том, что он дошел до центральных властей Российской империи, до Государственной Думы и до, собственно, царя непосредственно. И деньги выделили, хотя была большая бюрократическая волокита, чуть ли не 5 лет. Деньги выделили, и этих денег хватило на реставрацию только одной восточной башни. Вот на фотографии наверху, эта фотография сделана до 1912 года, до реставрации. Видим, там вот башенка верхняя покосилась, навесная часовня тоже практически разрушена. Вот так она была до реставрации в таком состоянии. Отреставрировали ее, ну, более-менее хорошо. И весь 20 век она стояла, хотя в таком как бы постоянно была неприкаянная, то есть постоянно тоже мешала. Вот в 60, во-первых, ее переносили с места на место на площади сначала, пока вот в 60-х годах 20 века эту восточную надвратную башню не перенесли на территорию Якутского краеведческого музея.
Вот на фотографии справа она уже запечатлена на территории Якутского музея, где она простояла до августа 2002 года. Как известно, в 2002 году она сгорела. Это на самом деле трагедия вообще не только для Якутска на самом деле, а для всего деревянного зодчества России, что мы эту башню утратили, аутентичную башню 17 века. И вот на фотографии слева внизу это современная реконструкция. В 80-х годах 20 века была сделана еще одна реставрация Восточной башни, и делал ее известнейший архитектор, специалист по русскому деревянному зодчеству Ополовников. И делая эту реставрацию, Ополовников сделал обмерные чертежи, которыми вот в 2002 году воспользовались для воссоздания реконструкции башни. На самом деле вот такая вот цитата, которой я хотел бы завершить свою лекцию. Это цитата члена археологической комиссии Султанова. В 1907 году, как раз вот во время экспертизы по инициативе Крафта для изыскания вот средств на реставрацию, Султанов написал такой очень интересный труд «Остатки Якутского острога» 1907 года. И там вот он написал, что Якутская крепость представляла собой едва ли не единственный во всей Русской империи образец нашего древнего деревянного крепостного сооружения, ведущего свое начало от времен Игоря и Ольги. И это совершенно так. Вот, благодаря вот фотографиям, различным планам и реконструкции мы хоть какое-то представление имеем о том, что когда-то в городе Якутске находился вот настоящий деревянный Кремль на самом деле. Вот, это полезно знать. Я надеюсь, вот вам было интересно. А теперь, может быть, какие-нибудь вопросы появились? Стоит еще добавить, и благодаря специалистам, которые занимаются изучением и продвижением, популяризацией, тоже мы узнаем об истории и вообще не только крепости, да, но и древних, вообще древнего старинного зодчества Якутии. Так, один вопрос в чате. Нынешняя копия по улице Кирова соответствует размерам башен 18 века, спрашивают. Так, значит, нынешняя копия по улице Кирова – это точная реконструкция одной из башен. Вот этой самой восточной надвратной башни, которая стояла во внешнем кольце стен. Она не 18 века, она 17 века, причем некоторые ее удревняют. Возможно, она была перенесена вот с Головинского острога, то есть дата ее постройки может быть 1682 год, а может быть 1642 год, то есть на 40 лет древнее. И вот таких башен было две, восточная и западная, на восточном краю крепости и на западном краю крепости. Вот она, да, соответствует. Но были еще башни других размеров, вот внутренние башни, которые во внутреннем кольце стен стояли, они были где-то в 2 раза больше. А самая главная восточная башня, она была где-то в 2,5 раза больше, высотой около 30 метров, то есть как 9-этажный дом примерно. Вот, ответил я на ваш вопрос, я надеюсь. Мы еще ждем вопросов в чате, либо можете воспользоваться опцией поднять руку и задать вопросы уже в эфире. Так, еще один вопрос. Что находилось внутри башни? Мне кажется, это очень интересно. Внутри башен, ну, на самом деле, точно мы не знаем. Мы можем судить по аналогии, что вот бывало, не сохранилось как бы описание, да, что там внутри башен было, но мы можем судить по аналогиям, вот по тому, что хранилось в крепостях
обычно. Ну, иногда предполагают, что внутри башен могли быть караульни, то есть прям сидели, значит, люди. Но на самом деле это было вряд ли. Такое могло быть только в военных условиях. А вот эта вот крепость, она как бы никогда в осаде не бывала. Я имею в виду крепость 80-х годов 17 века. Никогда ее не осаждали. Там, скорее всего, могли хранить различное имущество. То есть что-то такого типа холодного склада, холодного складирования. Ну, в первую очередь, скорее всего, оружие, там какое-нибудь караульное снаряжение, вряд ли там хранили там какие-нибудь продукты или какие-нибудь ценности, потому что для этого были специальные амбары, которые, кстати, внутри крепости находились, то есть специальные строения, амбары там для пушнины стояли, амбары для, там винные амбары были, винные погреба, арсенал, тоже отдельное строение, там пушки, ружья хранились, вот. Поэтому, собственно, со временем эти башни в негодность и приходили, что их как бы не для чего было использовать, вот, за ними следить переставали, и горожане их разбирали. Так, еще один вопрос. Интересно, чем пропитывали бревна? Да, ну, скорее всего, ничем. Потому что, а очень жаль, ну, технологий таких не знали, пропитки бревен в то время. Вот. Могли, древесину пропитывали, по-моему, в 16-17 веках, но только для того, чтобы она лучше горела. То есть могли пропитать там маслом. Ну, крепости это, конечно, никаким образом не годилось. Крепость ничем не пропитывали. Не было таких технологий тогда. Вот, поэтому она и горела очень хорошо. Во время осад же теоретически вот единственный способ защиты был это обливать бревна снаружи водой. Это делали и летом, и зимой, причем ну, во время боевых действий. Опять же, в Якутской крепости такого никогда не было, но вот, опять же, по аналогиям, вот, часто деревянные крепости обливали водой, причем это было гораздо эффективнее зимой, потому что помимо того, что вода, замерзая, превращалась в лед, защищая дерево, еще как бы во время осады, если туда кто-то решил вскарабкаться, как бы лед это делать не давал, то есть это еще дополнительно такое было. Но вот, кстати, в Якутской крепости были большие проблемы с водой на самом деле, потому что ее отнесли подальше от воды, от реки, там было где-то 800-900 метров до реки. Внутри крепости никаких источников воды не было. Был рядом городской лог, но он летом пересыхал, а зимой покрывался льдом. Вот, поэтому это была большая проблема. Кстати, вот Матвей Кравков о ней думал, пытались даже внутри крепости копать тайник водяной, то есть колодец. Кстати, это первое сообщение о глубоком залегании вечной мерзлоты. То есть Кравков был вынужден написать в Москву, что в Якутской крепости колодец копать невозможно, земля мерзлая. То есть на глубину там где-то 15 метров, по-моему, прокопали. Кстати, вот археологам как бы на заметку, где-то там остатки колодца должны быть в районе площади Дружбы, засыпанные. Вот вполне его можно обнаружить, если повезет. Так, идем дальше. Судя по фото, где стояла крепость, раньше берег реки был рядом с площадью Дружбы. И в старом городе дома восстановлены на их историческом месте. И каких годов были дома постройки? Так, где стояла крепость, я говорил в самом начале, сохранилась отписка Ивана Преклонского, он там точно дает расстояние до реки, 400 сажений, это чуть более 800 метров, где-то 850 метров от берега. То есть рельеф был плюс-минус такой же, как и сейчас. Как источник воды предполагалось использовать городской лог, который вот городской лог, он как раз рядом с крепостью протекал. То есть прям
под стеной, говорю. Это сейчас современное озеро Теплое. Вот рядом там крепость стояла. Что же касается старого города, да, ну, в старом городе, надо понимать, восстановленные здания конца 19-го, начала 20 века. То есть там зданий 17-18 века нету, даже копий таких зданий. Но место это самое старинное в городе, самая старинная застройка. Именно там располагался первый посад. Там же где-то была крепость Головина, вот в районе современного старого города. То есть это самое старинное место города. Площадь Дружбы и вот эта вот Якутская крепость, это уже как бы вторая или третья очередь городской застройки. Третья даже скорее. То есть конец 17 века. Так. Интересная карта города. В каком месте жители праздновали Исых? Да, кстати, интересный вопрос. Точно я вам место не назову, скорее всего, но есть воспоминания путешественников, и не совсем путешественников, 19 века. Вот так навскидку, по-моему, об этом писал, ну, в кавычках, путешественник, декабрист, который здесь в ссылке был, Бестужев-Марлинский. Он как раз был на Исехе под городом Якутском. Ну, однозначно можно сказать, что где-то за городом. То есть не в черте города, а где-то вот в районе, возможно, там Кильдямцев, Тулагина, вот куда-то туда, скорее всего, ездили на Исех. Ну, я так предполагаю. Вот, возможно, там же, где сейчас Усть-Хатын. Ну, то есть вот в том направлении примерно. Возможно, еще можно предположить, что в 17-18 веке это где-то близ озера Сайсары. Тогда это как бы за городом, почти что далеко, даже от города, берег озера Сайсары. Но уже в 19 веке озеро Сайсары, по-моему, не упоминается в этой связи. Ну вот так я могу сказать. Уважаемые слушатели, мы ждем ваши вопросы. Да, может, даже через микрофон можешь попробовать. Как далеко в сторону кильдянцев вряд ли. Но надо понимать здесь, что Исех совсем рядом с городом праздновали сильно вряд ли, потому что все-таки существовал фактор Русской Православной Церкви, которая, ну, не очень, как бы, я думаю, относилась хорошо. А все-таки город населяли, в основном русское население здесь было. Якуты какой-то процент составляли, ну, городские якуты, но их было не очень много, особенно вот в 17-18 веках. В 19 веке уже значительная часть населения города это были якуты. А Исех праздновали так называемые пригородние якуты. А их место жительства было, это как раз вот эти вот поселения современные, районы города, да, которые вот мы и знаем, там, Киндянц, там даже в Кангаласы могли ездить на Исех. Вот. Кангалас – это Сергуев камень, когда, как он так назывался в 17-18 веке, это такое священное место, мыс, да, вот туда могли ездить. Это, конечно, далеко, да, это день надо было потратить вот на то, чтобы туда поехать. Но ездили. Собственно, там жили, там и праздновали. А вот ездили из города, ну вот, интересующиеся люди, так скажем. Особенно вот путешественники очень любили на такие праздники ездить, посмотреть. Так, вопрос. Нашли поджигателей башни? Известны их имена? Я не знаю, сразу могу сказать. Какое-то расследование проводилось, может быть, кого-то осудили. Ну, что-то, как-то этот вопрос не подымался общественностью. Вот.
не было таких публикаций журналистов по результатам расследования. Ну, по крайней мере, мне они неизвестны. Хотя, конечно, было бы неплохо знать имена. Так, ага. Вы знаете места силы около города, то есть священные места? Ну, это вопрос не совсем ко мне, на самом деле. Вот я, насколько знаю, Якутский музей сегодня проводит еще одну лекцию с шаманом якутским. Вот у него скорее такие вопросы надо спрашивать. Но, в принципе, священные места рядом вот с городом, тоже озеро Сайсары, например, которое известно по фольклорным данным еще до русским. По вот как место вот жительства там Эляя, как место захоронения Тыгына, вот, ну, предположительно, да, вот на берегах озера Сайсары. Вот следующий вопрос, я прочитаю сразу, очень хороший. В нашем городе самое старое здание, очень хороший вопрос. Вот мало кто его знает, а вот как раз в ходе нашей лекции я его показывал. На самом деле это каменный Троицкий кафедральный собор. Постройки начала XVIII века по улице современной Каландрашвили. В черте как раз он был построен в границах вот этой крепости, о которой мы сегодня говорили. И это единственный ориентир, по которой вот можно определять место, собственно, Якутской крепости, это Троицкий кафедральный собор. Начали его строить в 1708 году, закончили строительство в 1728 году, 20 лет строили вот мастера из Тобольска. И сейчас оно самое старое. В Тулагино-Кильдямском наследии есть священные места? Ну, вероятно, да. Так, еще один интересный вопрос в чате. С какой даты Якутск официально считается городом? Указ есть? И кто подписал данную бумагу, если она есть? Тоже очень хороший вопрос. На самом деле, только тут надо применить принцип историзма, на самом деле. Есть такой принцип в исторической науке. Когда вот современный человек спрашивает, когда Якутск стал городом, он понимает что-то вот современную градацию. У нас, как известно, да, есть там города федерального значения город, город регионального значения, потом поселок городского типа, потом поселение, село, деревня. Вот такая вот градация современная есть. То есть это официально. В 17 веке, когда строилась Якутская крепость, естественно, такого не было. Это в 20 веке такое появляется. И тогда люди город городом называли по другим причинам. Собственно, город – это тип укрепления в 17 веке. И мы совершенно точно знаем, в 1632 году был основан Якутский острог. А в 1682 году был воеводой Иваном Преклонским построен Якутский город. То есть та самая крепость, о которой я сегодня рассказывал. И, собственно, вот статус города, получается, по терминологии 17 века Якутск получил в 1682 году, когда был построен Якутский город, то есть тип укрепления. Вот 1682 года можно считать городом. Хотя, как бы в нашем понимании, город – это жилые дома, да? Но жилые дома в 17 веке назывались посадом. Вот такая путаница в терминологии. Ну, как бы официально можно считать вот с 80-х годов 17 века. Да, и еще вот тут написано, кто подписал бумагу. Такого рода бумаги в российском государстве 17 века имел право подписывать один единственный человек, очень легко с этим, это царь-батюшка. Соответственно, в 1682 году это царь Федор Алексеевич. Вот можно считать его подписантом. Так, сколько церквей было в городе? Сколько церквей было в городе, не совсем
корректный вопрос, какое время вы имеете в виду, надо указать. Потому что в разное время, в разные столетия разное количество церквей было в городе. Ну, единственное, можно сказать, что в городе Якутске церквей всегда было достаточно много. Это отмечали вот тоже путешественники, что на такой небольшой город большое количество церквей, причем в XIX веке они почти все уже были каменные, и издалека очень хорошо вот маркировали город, издалека их было видно. Ну, на 17 век я не скажу, сколько церквей там было, потому что были маленькие церкви совсем, и сейчас очень неизвестные. Там, например, Тихвинская церковь была такая, Тихвинской Богоматери, там Старый Никольский храм, Ильинская церковь, такие даже, ну, специалисты только знают. А на конец 19-20 веков можно посчитать, ну, собственно, они почти сейчас все восстановлены, кроме одной. Вот церковь Иоанна Предтечи сейчас не существует, а еще была Богородицкая церковь, Никольская, Преображенская, Старопреображенская, Богородицкая и Троицкий собор. И еще Спасская церковь в Спасском монастыре. Вот церкви. И еще было несколько часовен. Ну, много было их. Так, интересный вопрос про воеводскую канцелярию. Сохранилась ли она? Воеводская канцелярия, да, я ее в ходе лекции не упоминал, хотя она стояла в крепости. Внутри тоже это первое каменное здание города Якутска. Построена была перед Троицким собором теми же мастерами в 1707 году. К большому сожалению, воеводская канцелярия до наших дней не сохранилась. Она была разобрана в конце 1980-х годов. Это вот между современным Троицким собором и театром оперы и балета это здание стояло, ничего от него не осталось. Единственное, вот в Якутском музее хранится круглая каменная плита от воеводской канцелярии. Вот все желающие могут сходить в музей, там ее увидеть. Так, можете сказать, где находился дом, где проживал Иван Иванович Крафт со своей семьей? Значит, Иван Крафт свою семью в город Якутск не привозил, его семья жила в Петербурге, его жена, точнее, тут он был без жены, а жил он в губернаторском доме. Губернаторский дом стоял рядом, кстати, с местом старой крепости, тогда это называлась улица Соборная, а сейчас называется улица Каландрашвили. Вот в начале этой улицы стоял губернаторский дом. Там сейчас находится новое здание Якутской прокуратуры. Вот примерно на этом здании, на этом месте вот жил Иван Крафт в свое время. Так. Меня слышно, да? На перекрестке Ярославского и Кулаковского стоят два здания заброшенные. Одно из них сгоревшее, деревянное. Что с ними планируют делать? Мне кажется, это про гимназию. Да, это наверняка про два здания. Одно из них, здание деревянное, это бывшая прогимназия. И второе каменное, это бывшее реальное училище. К сожалению, оба здания сгоревшие на самом деле. Каменное тоже горело. И это вообще вопрос отдельного разговора, причем не со мной, а с властями, что с этими зданиями будут делать. На самом деле, конечно, это вообще печаль страшная. Уникальные памятники архитектуры и истории в таком ужасном состоянии у нас в городе находятся. Ну, по-моему, они уже в таком состоянии, что, возможно, даже воссозданию не подлежат. Их есть, насколько мне известно, планы просто их снести и воссоздать как бы копию, то есть по аналогии со старым городом. Не от того, что там кто-то злобный хочет снести памятники, а потому что их довели до такого состояния уже. Но я говорю, это тема отдельного разговора, очень долго про это говорить можно. Спасибо. Так, вот вдогонку, да, вопрос насчет указа. Значит, датой признания Якутска городом надо считать с момента выхода указа о построении крепостных укреплений?
Да, в принципе, можно так считать. Но как бы все-таки, мне кажется, путают вот слово город и административный как бы центр, мне кажется. Потому что, ну, город – это просто вид укреплений в 17 веке. Поэтому, когда подписывали указ о возведении якутского города, крепостных сооружений, ну, просто имелось в виду крепость. А вот для того, чтобы вот как бы статус важный для Якутска, это скорее 1638 год, когда в Якутск были назначены первые якутские воеводы Петр Головин и Матвей Глебов. Вот скорее, если вот с административной точки зрения рассматривать, то скорее вот этот вот указ важен. Ну, мне так кажется. То есть город для 17 века – это не то же самое, что для 20-го. Так, очень интересно, познавательно, сохраненное видео, где можно найти. Видео мы в скором времени, скорее всего, в течение дня или завтра загрузим на наш официальный YouTube-канал. Это YouTube-канал Национальной библиотеки Якутии. Только обратите внимание, там вы найдете, если будете искать в поисковике 2 канала, и тот, который с более таким красноватым логотипом, это наш официальный канал. Или можете ссылку найти на нашем официальном аккаунте в Инстаграме _Сахар. И там ссылку разместим. Так, еще один вопрос. Раскопки ведутся у Троицкого собора? Да, тоже хороший вопрос. Ну, в данный момент не ведутся, но проводились раскопки, на самом деле, археологом Екатериной Алексеевной Строговой, раскопки рядом с Троицким собором и на месте вот этой вот воеводской канцелярии, то есть, ну, на территории крепости фактически. Но это были такие скорее разведывательные раскопки, то есть больших раскопов они там не делали, полномасштабно там не копали. Вообще вот это вот место за театром оперы и балета и за Троицким собором для археологов будущих это очень перспективное место. Там надо проводить полномасштабные раскопки на самом деле. Такое как бы поле сокровищ археологических там должно находиться, оно там наверняка находится. И я очень надеюсь, что такие раскопки когда-нибудь будут проведены, пока там все окончательно не застроили и не раскопали. Еще вот сохраняется надежда найти там что-то интересное. Вот опять же есть планы Якутской крепости, хранящиеся там и в нацархиве, и у нас в музее, и на них можно опираться при этих раскопках и много чего там интересного накопать. Там, например, вполне можно найти вот этот вот самый колодец Матвея Кравкова. Можно попробовать найти там амбары, в которых хранились там различные ценности, начиная от пушнины, заканчивая какими-то предметами быта. И даже можно попробовать там откопать вот этот вот арсенал, избу пушечную, где можно там попробовать найти и пушки, и оружие. Короче, много чего интересного и прекрасного. Надеюсь, когда-нибудь это состоится. Так, еще, да, какой-то вопрос, по-моему. Есть ли подвал в архиерейских покоях? Ну, очевидно, имеется в виду здание, старый корпус Якутского музея имени Ярославского. Нет, подвала там нет. Здание построено на ленточном фундаменте, без подвалов. Подвалы там в плане не заложены были, подвалов там нет, это совершенно точно. Ну, там есть как бы пустоты под зданием, но это не подвалы, это технические такие ямы, на которых, значит, здание возведено было. Но это, кстати, не очень сильно помогает зданию, потому что
Вот в эти пустоты, очевидно, стекаются в данное время талые воды, вот эти архиерейские покои, они разрушаются в данное время. Опять же, нуждаются в реставрации. Печально это. Так, еще один вопрос. Будет ли создана цифровая модель старого города? Опять же, не совсем понятно, какое время вы имеете в виду. Модель какого старого города? Город Якутск, он как бы со временем видоизменялся, и здания были разные. В 17 веке это одно, город 19 века это другое, начало 20-го это третье, то есть здания разные были. Вот. Ну, как бы это перспективно на самом деле, да, создавать какие-нибудь модели. Ну, скорее всего, можно создать модель вот конца 19-го, начала 20 века, потому что более полные сведения у нас есть, планы с обмерами центра города. Мы знаем, что где находилось. Можно попробовать такую модель создать, это было бы, да, интересно. Но тут нужен такой союз историков с техниками, да, с айтишниками. Потому что по отдельности ни те такое создать не могут, а вот вместе в союзе, да, это было бы очень интересно. Можно было бы так погулять, да, по улицам старинного города. Ну, вот по векам, да, по векам несколько, ну, я говорю, больше шансов вот у Якутска конца 19-го, начала 20 века. Чем глубже в века, тем меньше сведений мы имеем, к сожалению. Вот воссоздать город 17 века, я думаю, не представляется возможным. Ну, разве что можно создать модель крепости. Вот план крепости есть, можно по нему создать что-нибудь. А вот посада, значит, городской застройки нет, не получится. Сведений не хватит. Можно попробовать обратиться в музей, в Якутский музей имени Ярославского с таким предложением. Мы, в принципе, в этом были бы заинтересованы, наверное, в таком проекте. Это было бы интересно. Мгм. Так, если есть вопросы, предложения, смело пишите в чате. У нас еще есть время. Так, ну, вроде все. Мгм. Вот тут еще мы пропустили несколько благодарственных сообщений. Все благодарят за очень интересную лекцию. А вот еще один вопрос. Первая метеостанция где находилась? Ой, нет, я точно место не знаю, боюсь соврать, как бы не уверен. Ну, возможно, она вот на территории Краеведческого музея как раз находилась. На территории рядом со Спасским монастырем, соответственно. Кажется. Но боюсь соврать, я точно вопрос этот не изучал. Так, есть ли у музея в планах создание голографической выставки старинных зданий? Нет, такого плана нет, хотя хотелось бы, ну, я не знаю, как насчет голографической, в принципе, что имеется в виду, проекции какой-то, но это примерно то же самое, что вот предыдущий вопрос, вот как там было, цифровая модель, да, скорее, про это я уже говорил, что, в принципе, наверное, да, можно было бы, это было бы интересно, но это сопряжено там вот с техническими какими-то специалистами. У музея таких специалистов нет, поэтому сложно. Мгм. Так, вопрос по Сергеляку. Название Сергеляк почему появилось и закрепилось?
Нет, я не специалист топонимики, я не могу сказать происхождение слова. Это надо смотреть работы, наверное, Пантелеймона Пантелеймоновича Петрова. Вот у него, по-моему, есть на этот счет такая научно-популярная книга про топонимику города Якутска. Там вот можно попробовать поискать происхождение слов. Я нет, не могу сказать. Мгм. Так, спасибо большое, очень интересно. Очень интересно было. Спасибо огромное. Спасибо вам, дорогие слушатели. Так, название Сергея. Я написала. Мгм. Спасибо за подсказку. Так, если нет еще больше вопросов, еще раз хочу поблагодарить Сергея Геннадьевича за очень интересную лекцию. Сегодня было где-то больше 120 слушателей в нашей платформе, и наше мероприятие продолжается. За всеми активностями, которые происходят именно в рамках Ночи искусств Национальной библиотеки, можете посмотреть, я уже упоминала на нашем инстаграме, это НП, нижняя черточка, Сахар. Там все ссылки, номера можете найти. И также Якутский музей имени Ярославского тоже проводит свою программу. Уже у них в инстаграме и на официальном сайте вся информация есть. Так, благодарим всех, кто выбрал именно нашу площадку, хотя вся Россия сегодня отмечает Ночь искусств, можно сказать. Программа очень разнообразная по всей России, но мы были тоже достаточно популярными. И Сергей Геннадьевич, спасибо вам большое. Дальнейших успехов в вашем нелегком, но доблестном деле. Спасибо большое. Спасибо за Всем пока. внимание. До свидания.